Вот почему эту ситуацию нужно решать в срочном порядке. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как медлительность властей портит жизнь таджикам. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. В столице Кыргызстана впервые проходит чемпионат мира по самбо. В турнире, который начался с 11 и продлится до 13 ноября в Бишкеке, примут участие сильнейшие самбисты планеты, представители более 50 стран, сообщает официальный сайт Международной федерации самбо. Соревнования проходят в 3 дисциплинах: спортивном женском, спортивном мужском и боевом самбо. Заявки на участие в турнире подали около 50 стран, в том числе Австралия, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Джибути, Колумбия, Мали, Мексика, США, Чили, Япония, а также бывшие страны постсоветского пространства: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Решением исполнительного комитета спортсмены Беларуси, России и Франции будут выступать под флагом Международной федерации самбо. Сборная Украины на соревнованиях не выступит. В Бишкек также не поедут и спортсмены из Таджикистана. Как сообщили в Федерации самбо Таджикистана, решение об этом принято в связи с недавним конфликтом на таджикско-кыргызской границе. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана порекомендовал Федерации самбо страны отказаться от участия в турнире в Бишкеке ради обеспечения безопасности таджикских спортсменов. Как вы относитесь к тому, что ситуация на границе Таджикистана уже долгие годы мешает нормально жить и таджикам, и кыргызам, а теперь еще и наши спортсмены потеряли такую шикарную возможность для участия в масштабном соревновании международном, где могли бы проявить себя и прославить нашу страну? Свое мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В ходе вооруженного конфликта, произошедшего с 14 по 17 сентября этого года на таджикско-кыргызской границе, с обеих сторон погибло свыше 100 человек. Радио Азади собрало список свыше 80 гражданских лиц и военнослужащих, погибших в результате столкновений и обстрелов. В Кыргызстане, по официальным данным этой страны, погибли 63 человека. В основном военнослужащие, еще около 200 человек получили ранения. Сборная Таджикистана – это постоянный участник чемпионатов мира по самбо. Впервые отказалась от участия в этом престижном международном соревновании. В годы независимости 3 таджикских борцов – Бехрузи Ходжазада, Хушкадам Хусравов и Акмалидин Каримов стали чемпионами мира по спортивному самбо, а Сайридин Икромов и Эрадж Рахимов в боевом самбо. Мы серьезно подготовились к чемпионату мира, и я хотел завоевать 2-ю золотую медаль. Это пока не удалось никому из наших ребят. К сожалению, мы не будем участвовать на турнире в Бишкеке. Будем надеяться на чемпионат мира по самбо в 2023 году, сказал Акмалидин Каримов, золотой призер прошлогоднего чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 58 килограмм. Ранее говорилось, что чемпионат мира по самбо 2022 должен пройти в Ашхабаде, Туркменистан, а молодежное первенство мира в Панагюриште, Болгария. Однако Национальная федерация этих стран отправили в ФИАС запросы с просьбами о переносе мест проведения данных турниров. Всего будет разыгран 21 комплект медалей. Участники поборются за звание сильнейших спортсменов планеты в следующих весовых категориях. Женщины 50, 54, 59, 65, 72, 80 и 80 плюс килограмм. Мужчины 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98 плюс килограмм. Боевое самбо 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98 плюс килограмм. Общий призовой фонд составит 231 тысяча долларов США. Все победители получат по 4 тысячи, серебряные призеры по 3 тысячи, бронзовые по 2 тысячи. Международная федерация самбо продолжает расширять географию стран, в которых развивается самбо, и создают национальные федерации. Ежегодно на международном уровне проводится более 30 крупных соревнований по самбо. В 2021 году ФИАС получила постоянное признание Международного олимпийского комитета и в Токио, Япония. Как вы относитесь к тому, что нашим спортсменам пришлось отказаться от этой возможности? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.